И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Коротко о главном. Вплоть до пожизненного заключения депутаты обсуждают возможность ужесточения наказания за распространение наркотиков. К юбилею героя и ученого. Вечер памяти Владимира Анцупова в Агу. ВИЧ-инфекции «Знать и не бояться». Акция накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вплоть до пожизненного заключения. Депутаты обсуждают возможность ужесточения наказания за распространение наркотиков. В парламенте Абхазии состоялось очередное заседание комиссии Народного собрания по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, на котором присутствовали руководители силовых структур. О том, что предлагают депутаты, расскажет Рената Шакая. Открывая заседание, председатель комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Дмитрий Дбар обратился к представителям правоохранительных органов с предложением ужесточить наказание за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Очень много жалоб, очень много процессов таких, когда люди выходят на свободу. Людей, грубо говоря, пойманного носителями плана, он сидит 5 лет, 10 лет. Настоящий распространитель гуляет через год уже на свободе. Это не борьба с незаконным оборотом, это настоящая коррумпированная система. Мы видим ужесточение именно вот в таких цифрах. Министр внутренних дел Гарри Ашба также отметил необходимость изменений в законодательстве. Существующие лазейки в законах позволяют осужденным оказаться на свободе. Мы наблюдаем зачастую, что те распространители наркотических средств, они после осуждения и даже в момент осуждения они находят лазейки какие-то в Уголовном кодексе, пробелы те, которые имеются в Уголовном кодексе. Используя эти моменты, их защитники выходят с ходатайством для того, чтобы уйти от наказания и остаться каким-то образом в итоге на свободе. Зачастую сейчас, поднимая данную категорию дел, которые я назвал, да, видно о том, что лица оказываются каким-то образом на свободе. Когда начинаешь смотреть, поднимать подноготную, получается, что кто-то болел, какие-то вопросы были к нему, какие-то справки предоставлялись родственниками, защитниками его. Данные категории дел в ходе рассматривались в судах. Суды выносят такое постановление, такое решение – освободить данного гражданина до выздоровления. Такой процедуры ни в одной стране мира нет. Освободить гражданина, который осужден за совершение особо тяжкого преступления и находится в местах лишения свободы, у него срок 15, 16, 17, 19 лет и так далее, его освобождают до выздоровления. В свою очередь депутат парламента Аслан Бжани отметил, что когда в прокуратуру будут переданы материалы, в первую очередь на высокопоставленных людей, лишь тогда общество поверит всей системе в целом. Уважаемый заместитель генерального прокурора, материалы мы вам передадим в Генеральную прокуратуру на должностных лиц. Вот тогда люди нам поверят. И тогда пойдет процесс в обратную сторону, в правильном русле. Парламентарий напомнил о громких делах, связанных с распространением наркотиков, предложив коллегам узнать о судьбе осужденных, отбывают ли они свой срок. При этом Аслан Бжани привел в пример громкое дело о так называемой «фее». Я знаю, что он был задержан. Ему было предъявлено обвинение. Обвинение было законное, материалов было более чем достаточно. А как сложилась судьба этого человека, давайте мы поднимем уголовное дело. Но если там все нормально, отбывают. Первое дело, с чего начнем. Уголовные дела на стол, судебное решение на стол, судьба на стол. Фактически человек, который является распространителем, он отбывает наказание даже меньше, чем год. Он переходит на 223. Если это 223, нижний ее предел будет от 3 лет. То есть человек будет понимать, что он в любом случае он будет наказан, и там не должно быть никаких послаблений. Я считаю, что если мы говорим о тяжелых наркотиках, то здесь срок надо увеличить. Человек, у которого в кармане обнаружены тяжелые наркотики, он должен получать реальный срок.
Помимо вопроса по контролю над ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств, присутствующие успели обсудить и вопрос тех, кто не просто употребляет наркотические вещества, но и садится за руль в нетрезвом состоянии. На сегодняшний день человек, управляющий автомобилем в наркотическом или ином опьянении, может отделаться лишь штрафом в размере 12 тысяч рублей. При этом пассажир автомобиля, находящийся под воздействием наркотиков, получает 15 суток ареста. По мнению депутатов, и эти положения необходимо изменить в сторону ужесточения наказания. Однако, по мнению депутата Александра Анкваб, ужесточение наказания никогда не приводили к улучшению криминогенной обстановки. По его словам, нарушителя закона может остановить только неотвратимость наказания. Это очень серьезные заблуждения. На 30 суток мы упечем. Что он там? Что мы с ним будем делать 30 суток? Что мы с ним будем делать? Тут, может быть, должны работать экономические вообще рычаги. Не 12 тысяч штрафа, а 120. И эти деньги зачислять наркологическому диспансеру. Там финансисты найдут, что и делать. В итоге депутаты решили создать парламентскую группу по рассмотрению вопросов с целью ужесточения наказания по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ вплоть до пожизненного заключения. Рената Шакая, Сейду Гухава, Абхазское телевидение. Как живет сегодня братская республика Южная Осетия? Что сделано за последние годы и каковы планы в ближайшее будущее? Наши корреспонденты в сопровождении заместителя министра строительства Южной Осетии Сергея Гаглоева побывали на объектах, восстанавливаемых в Цхинвале в рамках российской инвестпрограммы. В отличие от нашей инвестпрограммы, в Южной Осетии она двухгодичная. Репортаж Ирины Аршба. В столицу Южной Осетии Цхинвал, город-герой, перенесший вероломное нападение грузинских войск в 2008 году, сегодня не узнать. В городе практически не осталось следов прошедшей войны. Вот эта башня танка, попавшая сюда после подрыва боевой машины, оставлена здесь как напоминание будущим поколениям о тех страшных днях 2008 года. В Южной Осетии, как и в Абхазии, действует российская инвестпрограмма. В Цхинвале около 130 улиц. 50 из них уже полностью благоустроены. Заменены все подземные коммуникации, водопровод, канализация, дорожное покрытие, озеленение и освещение, проведен газопровод. Где было необходимо, проложена ливневая канализация, установлены и очистные сооружения. Благоустройство улиц будет продолжено и в рамках инвестпрограммы на 2018-2019 годы. В рамках следующей инвестпрограммы у нас запланировано строительство 2 автодорог. Это второй этап участка автодороги Гуфтак-Вайса. Это автодорога Громцы-Нагар, это в Ленигорской зоне. В 2018 году предусмотрено благоустройство 10 улиц в городе Цхинвал, 3 улиц в Ленигоре и 4 улиц в поселке Квайса, вместе с заменой инженерных коммуникаций подземных. Также запланировано строительство 2 новых детских садов на 100 мест. Это в городе. Замена подстанций нескольких в северной части города. Всего запланировано больше 25 объектов на 2018-2019 год. Близится к завершению восстановительной работы в Южно-Осетинском государственном университете. Раньше здесь был педагогический институт. Во время событий 2008 года несколько корпусов были сожжены. 600 миллионов рублей вложено в восстановление учебного заведения. Уже в новом году университет примет 700 студентов. Объект начался восстанавливаться в 2016 году, приступили. В настоящее время работы подходят к финишу. Генподрядчик – это местная строительная организация «Мегаполис-Т». Практически все строительно-монтажные работы завершаются. Остается установить оборудование и подготовить объект, документы к сдаче в эксплуатацию. Выходя из университета, мы случайно встретили президента страны. Анатолий Бибилов, несмотря на выходной день, проводил осмотр строящегося объекта. С особенной гордостью нам показали новый современный медицинский кластер, который строится в центре Цхинвала. Кстати, и здесь мы снова встретились с президентом. Как выяснилось, Анатолий Бибилов еженедельно проверяет ход работ на восстанавливаемых объектах. На одной территории будут располагаться детская больница,
отремонтирована еще в рамках предыдущей инвестпрограммы. Родильный дом, который строится с нуля уже в рамках инвестпрограммы 2018-2019 годов. Также планируют перенести сюда и городскую поликлинику. Работы в операционно-хирургическом корпусе близятся к завершению. Уже полностью завезено современное оборудование и мебель. В данном корпусе имеется 7 отделений. Это отделение, приемное отделение, плановое и экстренное. Имеется, значит, у нас рентгеновское отделение, операционное отделение, отделение гемодиализа и ЦСО. Есть реанимация на 13 коек, 6 операционных, из них 2 рентгеноперационные и 4 операционных. Это урологическая, офтальмологическая и другие пока не определили, какие они будут. Южно-Осетинский государственный драматический театр полностью сгорел еще в 2006 году. Полное восстановление театра шло 3 года. Объем затрат составил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Здесь, можно сказать, работа кипит и днем, и ночью. Сейчас ведется наладка сцены. Строители обещают сдать объект в эксплуатацию до конца года. Откроется театр премьерной постановкой спектакля «Фатима» по поэме известного осетинского поэта и драматурга Косты Хитагурова. Мы находимся на центральной исторической площади Цхинвала. Вы видите вновь отстроенное здание Государственного драматического театра Южной Осетии. Здесь же будет установлен музыкальный фонтан. Совсем скоро на этой площади появится новая трехэтажная современная гостиница, а прямо напротив меня находится резиденция президента. Несомненно, в ближайшем будущем эта площадь станет визитной карточкой города-героя Цхинвала. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Италии зарегистрировано дипломатическое представительство Республики Абхазия. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Кантания на пресс-конференции в итальянском городе Бари. Диппредставительство Абхазии в Италии будет выполнять свои функции по совместительству и в странах Евросоюза. Это представительство не имеет дипломатических функций, так как Италия не признает независимости нашей страны. Основной функцией данного представительства будет защита прав граждан Республики Абхазия, проживающих на территории Евросоюза, а также развитие взаимоотношений между абхазскими и итальянскими народами, продвижение позитивного имиджа Абхазии, языка, культуры и традиций, отметил Кантания. Вечер памяти, посвященный 70-летию со дня рождения героя Абхазии, видного ученого-историка Владимира Ансупова, состоялся в Абхазском государственном университете. Репортаж Али Китрапш. На вечере памяти героя Абхазии, видного ученого, историка Владимира Ансупова присутствовали родные, друзья, боевые товарищи, преподаватели и студенты АГУ. Каждый, кто был с ним лично знаком, вспоминает Владимира Ансупова как достойного и порядочного человека. Это был интеллигентнейший человек, но очень боевой человек. Это одно другого не исключает. Я прекрасно помню, когда мы рассматривали различные вопросы на заседаниях Верховного Совета Абхазии, что было с МВД, как все закончилось там и так далее. Если пересказывать, то вы увидите огромную роль, которую сыграл лично Вова Ансупов. Владимир Ансупов родился в Литве, в семье военнослужащего советской армии, окончил Московское Суворовское училище, служил в десантных войсках. С 1968 года он жил и учился в Абхазии. После окончания историко-филологического факультета Сухумского педагогического института Владимир Ансупов начал преподавать на кафедре археологии, истории и этнографии. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «История города Сухум», а также он является автором многочисленных статей об истории и развитии нашей столицы. Владимир Ансупов планировал продолжить учебу для получения ученой степени, но события 1989 года и последующих лет заставили его пересмотреть планы. Владимир даже среди грузинского населения открыто и смело высказывал свой протест о том, что с Абхазией так поступать нельзя. В один из дней Володя идет в нынешнюю гостиницу «Айтар», где располагалось специальное подразделение грузинских войск, возглавляемое небезызвестным бандитом Ахалая, и где присутствует в качестве заместителя его партнер по татами, такой был Рамзес Рухадзе.
Для того, чтобы объясниться с ними, зачем это все. Морально он их разгромил тогда. И вышел оттуда и говорит, да, миром это не решится. И принял решение. И с этого дня начинается такая история в его жизни, как уже боевого офицера полка внутренних войск. Владимир Анцупов был не только ученым-историком, но и спортсменом. Он был каратистом, обладателем черного пояса. Еще до начала и уже во время войны Владимир готовил бойцов Абхазской гвардии. Анцупов являлся активным участником молниеносного штурма МВД Абхазии в Сухуми и выдворения отстраненного от должности парламентом Абхазии министра Ламинадзе. Также он был одним из организаторов военизированной группы «Катран» и партизанского движения в Ощемчирском районе. Владимир Анцупов ни на минуту не сомневался в победе абхазского народа. И самое интересное в нем, что было, он говорит, мы победим. Я всегда говорю, Вова, ты посмотри, какая сила, мы же это... Он говорит, мы победим. Вот такая уверенность в нем это была. Я часто любила провоцировать, но, знаете, там бесполезно. У него такая прямая и так далее. Он, видишь, физически был очень здоровый, такой сильный, такой. И вот не понимал, что можно сдаться, понимал. Вот это харизма, и вот это вот своеобразно. Потому что сам человек по себе уникальный. Знаете, вот, разговаривая с ним, он разговаривал тихо, спокойно, уравновешенно. Понимаете, это был сильный как духовно, так и физически. 14 декабря 1992 года – одна из самых страшных дат в истории Отечественной войны народа Абхазии. В этот день над селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного Тхуарчала. В результате погибли 87 человек, в их числе и Владимир Анцупов. В тот день я говорю, Вова, не уезжай, я тебя очень прошу. Я должен уехать. Я, говорит, меня уже ждут, говорит, завтра, послезавтра я приеду, говорит, все будут вооружены. Я говорю, Вова, только сегодня не езжай. Вот вы знаете, мы поругались на этой почве, и мы всегда ездили, вы понимаете, вообще с верхней площадки ездили вниз, провожали его, там вертолеты садились. Я не поехал, злой. Мы так сильно поругались в тот день, и он так вот уехал. И, к сожалению, мы это услышали, просто это была большая потеря, честно говоря. Мне такое ощущение складывается, что если он был бы жив, мы бы, наверное, эту Ощемчиру взяли намного раньше. Спасибо за то, что помните моего дедушку, всегда вспоминаете за ваши теплые слова. Он сделал то, что и многие другие. Они приближали эту победу. Я очень горжусь им. В целом, можно сказать, что вся моя семья принимала участие в этой войне, так же, как и мать, так же, как отец. Постараюсь быть достойным внуком и сыном, чтобы они мной гордились. Легендарная личность, герой Абхазии Владимир Анцупов погиб в возрасте 45 лет. Как патриот и воин Владимир Анцупов на алтарь свободы положил самое дорогое, что есть у человека – жизнь. Подвиги слава героя бессмертны на века. Аля Катрапш, Ильдар Демиров, Абхазское телевидение. На днях дирекция и художественный совет Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба сделали заявление о том, что художественный руководитель театра и главный режиссер Валерий Кови вывез часть труппы на фестиваль во Владикавказ, сорвав тем самым официальный график спектакля и репетиций театра. Между тем, именно этот спектакль «Пешком» был признан на фестивале лучшей постановкой. Почему в Абхазском драмтеатре возник новый конфликт? И новый ли он? В теме попытались разобраться наши корреспонденты. В своем заявлении председатель художественного совета театра Роман Сабу отметил, что спектакль «Пешком» в постановке Кови принял участие в международном театральном фестивале «Южная сцена» в Нальчике. По словам Сабу, Кови самостоятельно делегировал себе полномочия по представлению интересов министерства в иностранном государстве, приняв участие в 2 международных фестивалях без согласия с руководством Министерства культуры Абхазии. На фестиваль официально был приглашен Абхазский государственный драматический театр имени Чанба со спектаклем «Дон Бернарды Альбы» Гарсия Лорки в постановке режиссера Аргун Мадины. Именно этот спектакль указан в приглашении. Однако спектакль так и не попал на фестиваль. Художественный руководитель театра Кови Валерий Михайлович, узнав, что приглашение пришло на спектакль режиссера Аргун Мадины «Дон Бернарды Альбы»,
Лорки, подключив связи, повлиял на решение организаторов фестиваля и добился того, чтобы дом Бернарде Альбы Гарсиа Лорки был заменен на спектакль «Пешком» Славомира Мрожика в его постановке. У коллег Кови на этот счет свое мнение. Дирекция Абхазского госдрамтеатра хочет, чтобы Валерий Кови покинул должность художественного руководителя. Такое мнение высказал в интервью абхазскому телевидению актер Кисул Хагба в ответ на заявление о самовольном вывозе худруком части труппы на фестиваль на Северный Кавказ. За 25 лет руководство Валерий Кови добился того, чтобы Абхазский театр считался одним из лучших театров Кавказа. Чтобы спектакль художественного руководителя театра не был включен в репертуар, это просто нонсенс, считает Хагба. Когда начались переговоры, из Абхазского театра позвонили и сказали, что не надо вести Кови переговоры с ним, и не надо его приглашать, так как его спектакля нету в репертуаре, его самого нету. Но когда Владикавказ они позвонили официально, они взяли, прислали 2 приглашения, они застраховались и на Валерия Михайловича, и на 2 спектакля в один и тот же день. Между тем, спектакль «Пешком» по пьесе Мрожика в постановке художественного руководителя Абхазгосдрамтеатра Валерия Кови принял участие в 2 фестивалях на Северном Кавказе и удостоился призов за лучший актерский ансамбль и за лучший спектакль. Программка, как маленький альбом спущенный, напечатанный за месяц до фестиваля. Просто полистайте, в этом только «Пешком» постановки Кови. Нигде, ни в сводных афишах, в этих программках нету ни одной песни другой спектакля с Абхазией. Вот посмотрите, кто организовывает: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Союз театральных деятелей Кабардино-Балкарии Республики. Что еще вам показать? Давайте дальше покажем актер Абхазского театра Кови Бинар, как молодой актер, который приз получил. Пожалуйста. Вот лучший спектакль. Это почти как гран-при. Лучший спектакль. Мы в Нальчике получили. Вот Владикавказский. Так или иначе, очередной виток противостояния в Абхазском государственном драматическом театре не красит ни одну из сторон конфликта. Ведь люди приходят в театр, чтобы отдохнуть, насладиться очередной постановкой талантливых режиссеров, игрой любимых артистов, а не становиться свидетелем междоусобных расприй. Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский центр СПИД проводит акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты Б, С и ВИЧ-инфекцию. Акция будет проходить еще 2 дня. 15 июня 1981 года Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Всемирный день борьбы со СПИДом начал отмечаться с 1 декабря 1988 года, после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по СПИДу. Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве стран. В этот день организуется ряд мероприятий. Республиканским центром по профилактике инфекционных заболеваний и борьбы со СПИДом Минздрава Абхазии, который осуществляет свою деятельность с 2001 года, была организована акция, где каждый желающий мог обследоваться на наличие у него в крови антител на все виды гепатитов, ВИЧ и ППП методом экспресс-диагностики и абсолютно бесплатно. К акции присоединилась и наша съемочная группа. Спасибо. Поудобнее. После того, как вы сдали кровь, получить результаты можно в течение 15 минут. На сегодняшний день, согласно статистике, в мире больше 40 миллионов людей инфицированы ВИЧ. Из их числа лишь за последние 2 года СПИДом заразились 15 миллионов человек. В Абхазии число официально зарегистрированных и стоящих на учете инфицированных достигает 1000 человек. И это лишь те, кто самостоятельно пришел в центр для выявления вирусных заболеваний, в частности СПИДа. Существует несколько путей передачи вирусов, поэтому осторожность никогда не бывает лишней. Чем раньше выявлено наличие заболевания, тем
успешнее проходит лечение, говорят врачи. Если выявляется ВИЧ, но более серьезное заболевание, в дальнейшем становится к нам на учет этот пациент, получает препараты получает пожизненно. То есть если своевременно выявить ВИЧ-инфекцию и ВИЧ-СПИД-инфекцию, то человек при хорошем самочувствии, принимая препараты, будет дальше также чувствовать себя хорошо. И я считаю необходимостью проводить такие акции, чтобы каждый из нас знал свой статус и мог заботиться о себе, о своем здоровье и о здоровье своих близких. Республиканским центром по профилактике вирусных заболеваний и борьбе со СПИДом помимо диагностики осуществляется лечение вирусных заболеваний. Те люди, которые сегодня сдали анализы в случае подозрения на наличие в крови какого-либо вируса, будут направлены на дальнейшее обследование и лечение в центр. Обследование анонимно. Если у человека что-то выявляется, это первая стадия проведения обследования. При выявлении мы направляем к нам в СПИД-центр, и более подробное обследование уже человек дальше проходит. И тогда уже ставится окончательный диагноз, есть этот вирус или этот вирус отсутствует. Только за первые 2 часа число желающих сдать кровь оказалось более 15 человек. По словам врачей, особенную активность граждане проявляют в последние дни акции. Проходить она будет еще 2 дня. Каждый желающий может прийти и сдать кровь. А 1 декабря Республиканский центр по профилактике вирусных заболеваний и борьбе со СПИДом проведет акцию у здания столичной администрации. Сария Смырлеона Адлейба, Абхазское телевидение. В четверг в 18 часов в Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба состоится концерт Dance Music. Участие в концерте примет Государственный камерный оркестр совместно с сочинскими музыкантами под руководством дирижера Государственного камерного оркестра Абхазии Давида Терзяна. Солисты – дуэт пиано-дуо. Это выдающиеся пианистки Абхазии Нинель Бжаня и Гулиза Авицба. На завтрашнем концерте мы будем играть разнообразную программу. Это будут композиторы, начиная с эпохи Глюка и заканчивая современными композиторами. Мы постарались разнообразить эту программу, включив в нее много произведений танцевального жанра. И я думаю, что публике это будет интересно. Среди них композиторы и абхазские композиторы, там Петр Дмитриевич Петров, Чепелянский, а также композиторы из Латинской Америки, из Мексики. Ну и, конечно, самое главное, то, что мы играем всегда классическую музыку, и прозвучат произведения Сен-Санса, Глюка, я уже сказала, Штрауса. Ну а сейчас, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.